Торжественно-траурная церемония «Поклонимся великим тем годам» и зажжение вечного огня состоялись 8 мая на площади Победы в Якутске. Экскорт благодарных потомков, почтивших память участников войны, возглавил глава Якутии Егор Борисов. Мы сегодня вот здесь, на площади Победы, даем дань уважения нашим победителям, нашим дедам, отцам, которые принесли нам эту великую победу. Возложим цветы, венки нашему памятнику. И самое главное, сегодня сожжем вечный огонь, которого не было у нас, к сожалению, до сих пор в городе Якутске. И сегодня появится именно в этот день. И думаю, что вот этот тот настрой, который сегодня появился у нашего народа, именно связанный с преклонением перед подвигом того поколения, которые освободили Советский Союз от фашистской чумы, которые сегодня создали условия развития нашей страны, в том числе Якутии. И, конечно, наше нынешнее поколение должно это всегда помнить, не забывать и передавать от поколения в поколение. Сотни официальных лиц вместе с ветеранами Великой Отечественной войны прошествовали от Триумфальной арки на площади Победы до монумента воинам-победителям. Украшением и главным символом мероприятия стало зажжение вечного огня. Он проделал долгий путь. Лампада с огнем была привезена из Москвы с могилы неизвестного солдата в рамках всероссийской патриотической акции «Эстафета вечного огня». Егор Афанасьевич Борисов. Принимай частичку вечного огня. Михаил Дмитриевич Попов. Из рук поколения победителей и героев вечный огонь передается как символ преемственности поколений студенту Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Артему Евмененко. Лучший командир городского смотра песни и строя Виктор Рожин. Вечный огонь. Символ памяти павших, свет негасимый. Для молодого поколения участие в эстафете значит очень многое. Во-первых, это большая гордость, большая честь, восторг просто неимоверный. Но все эмоции нужно было сдерживать, улыбаться нельзя было. Вот. А так, конечно же, очень много эмоций сейчас внутри. Большая гордость. Мы перенимаем, так сказать, государство не только просто большое и богатое. Нужно унаследовать еще эту закалку, характер. И поэтому в любой момент встать и защитить Родину. Отныне символ памяти миллионам погибших на войне навсегда останется на площади Победы в Якутске. Вечный огонь, посвященный той великой войне, посвященной памяти миллионов наших сограждан, десятков тысяч якутян, которые пали на фронтах войны, погибли в тылу. И была проведена достаточно серьезная работа. Мы к этому начали готовиться год назад. Провели серьезную работу по газификации и вообще по целом по реконструкции данного объекта. Позавчера мы получили огонь в городе Москве, у стен Кремля. И сегодня вот этот огонь у нас здесь уже загорелся, и он будет гореть вечно. Главными гостями мероприятия стали ветераны, участники боевых действий Великой Отечественной войны. Мы уже в этой праздник ждали уже давно, почти 70 лет мы ждем, и мы обеспечили, мы солдаты обеспечили 70 лет жить спокойно советскому народу. И этим мы гордимся. Елена Бочкарева, Николай Необутов, Туяра Харитонова, ЕСИА.